Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. 5 сел в Турции, в которых проживают абхазы, подтопило после сильных дождей. В результате наводнения размыты дороги, разрушены мосты, нарушено энергоснабжение. В зоне бедствия оказались свыше полумиллиона человек. Местных жителей эвакуируют с помощью вертолетов. По последним данным, есть пострадавшие. Мы связались с полномочным представителем Республики Абхазия в Турции Вадимом Харазия, который сообщил, что среди абхазской диаспоры жертв нет, но селам нанесен значительный ущерб. 3-4 дня ливнями и дождей и затопило абхазские села Джумайри, Дилавер, это Исмаханыш, Аджиелма, Урму. Есть еще село, частично тоже потоплено, это Кобаши. К сожалению, сейчас связи нету с этими. Это под Дюрсем находится, где-то территориально относится к городу Дюрсе. По имеющейся информации, дороги, мосты и автомобильные сообщения полностью отрезаны. И спасательная группа, вот наподобие МЧС, на вертолетах работают. И это огромную помощь оказал вот в поддержку депутат турецкого парламента Ингин Таспач Папа, который инициировал это. И спасатели сейчас работают, вывозят людей. К счастью, пострадавших нет, но беда в том, что пострадали дома. Министерство по репатриации Республики Абхазия находится на постоянной связи с Вадимом Харазией и абхазскими культурными центрами. Абхазия готова оказать пострадавшим семьям посильную помощь, отметил в интервью нашей программе министр Беслан Бар. Мы со своей стороны имели встречу с премьер-министром. Премьер-министр дал указания соответствующим службам, чтобы они сделали соответствующие заявления о стихийном бедствии в регионах Турции. И, конечно же, мы предложили свою помощь, то есть, если есть нуждающиеся в приеме, то есть те люди, которые остались без крова, то Абхазская республика может принять наших соотечественников, временно разместить, даже на постоянной основе принять наших соотечественников. С утра 18 июля у здания Генеральной прокуратуры собрались родственники и коллеги сотрудников милиции, которые задержаны по подозрению в причастности к смерти содержавшегося под стражей гражданина Тарба. Но уже во второй половине дня, по указанию министра внутренних дел Гарри Аршба, они покинули территорию Генпрокуратуры. Как отметил Гарри Аршба, все обстоятельства смерти гражданина Тарба будут установлены в законном порядке, а также определена непосредственная вина каждого сотрудника в случившемся. Министр иностранных дел Республики Абхазия Дауркови отправился с рабочим визитом в Республику Никарагуа для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию сандинистской революции. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Абхазии. Как отмечается в сообщении, в рамках визита планируется проведение ряда встреч с руководством страны, в ходе которых состоится обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества. В одном из сельскохозяйственных районов Абхазии, Гулрипшском, сосредоточены основные цитрусовые плантации. Кроме того, в районе выращивают кукурузу, овощи и фрукты. Большая работа проводится здесь и по восстановлению социально значимых объектов. Чем сегодня живет Гулрипшский район? Об этом наш следующий репортаж. Гулрипшский район – один из главных сельскохозяйственных районов страны. Район, благодаря отчислениям которого стабильно пополняется государственный бюджет. Однако проблема распространения насекомых-вредителей, стихийные бедствия, имевшие место в прошлом году, не обошли его стороной. Если раньше цитрусовые в общественном секторе собирали не менее 2000 тонн, то в прошлом году собрали всего 600. Наша съемочная группа находится на территории цитрусового совхоза «София». Здесь произрастает около 42 тысяч цитрусовых деревьев. Лечение цитрусовых деревьев в совхозе проводится 5 раз в год. Но, несмотря на это, прогнозы по урожаю неутешительны. Всему виной неблагоприятные погодные условия. В этом году, в связи с тем, что была сильная засуха, урожай мы ожидаем низкий. Ну, в сентябре проведем определение урожая, и там уже ясно будет, сколько в районе будет собран урожай. При поддержке Министерства сельского хозяйства Абхазии на лечение различных сельскохозяйственных культур было выделено более 600 литров ядохимикатов. Ядохимикатами мы обеспечены нормально, это благодаря правительству и лично
министру сельского хозяйства Амиран Георгиевич Какаля, который способствовал выделению ядохимикатов, который время от времени приезжает, интересуется, как работа идет, что делается. Также нас не обделяет вниманием начальник сельхозуправления Григорян Рафик Задикович. Сегодняшний день у нас работают 4 трактора, это 4 трактора, 20 человек. И водовоз вот у нас здесь стоит, ядохимикаты сюда поднимаем. В районе проведена огромная работа по расчистке русел рек, которые ежегодно по нескольку раз выходили из берегов и затапливали дома и участки сельчан. К примеру, одна из них находится в селе Мачара. В период маловодья не скажешь, что это на первый взгляд безобидная речушка может превратиться в грозную стихию. Уровень воды в реке значительно поднимается, постепенно размывая основание моста. На другом берегу в селе Мерхеул находится школа, и во время учебного года детям и педагогам постоянно приходилось рисковать и передвигаться по опасному мосту. Без этого моста нам было очень тяжело. Я работаю в школе, Мерхеульской школе, и каждый день, проходя по этому мосту, испытывала такой страх и за себя, и за детей, что это поймет только тот, кто хоть раз проходил по этому мосту. Для того, чтобы детям попасть зимой в школу, им буквально приходилось ползком по мосту идти. Еще если налить, это очень катастрофическое просто было положение. А сейчас, как видите, ремонтные работы серьезные прошли. Это невооруженным глазом видно. Этот мост является единственным средством сообщения для жителей села Мачара, улицы Заречной. Здесь во время ливневых дождей уровень воды в реке постоянно поднимается. Раньше этот мост представлял большую опасность для местных жителей. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы по его восстановлению. Здание спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Агудзера было отремонтировано в рамках российской инвестпрограммы в 2014 году. Однако здесь очень быстро пришло в негодность напольное покрытие, и поэтому заниматься было сложно. Несмотря на это, в спортивном учреждении все же проводились тренировки по боксу и карате. В этом году нашлись спонсоры, и основной зал спорткомплекса был отремонтирован. Теперь маленькие спортсмены могут посещать даже тренажерный зал. После того, как мы восстановили игровой зал, добавится волейбол, баскетбол и вполне возможно вольная борьба. Игровой зал восстановить нам помогла футбольный клуб «Девятка», город Москва. Они летом приезжают здесь проводить сборы 10-12 дней. Вот они в прошлом году были здесь, мы познакомились, пообщались, и они помогли нам восстановить игровой зал. Мы бюджет не затронули, это мы своими силами восстановил наш игровой зал. В первую очередь наши спортсмены, тренерский состав, население, руководство района, мы все вместе его восстановили. В Агудзере сейчас ремонтируется еще один спортзал, который расположен на территории одной из школ. Средства выделены из районного бюджета. Помощь также оказали местные предприниматели. В Гулрыбском районе 2 детских сада, один из которых был полностью отремонтирован и сдан в эксплуатацию в прошлом году. Наша съемочная группа побывала в другом детсаде «Солнышко». Его посещают около 100 ребятишек. И в этом дошкольном учреждении необходим капитальный ремонт. Однако пока что здесь смогли привести в порядок только столовую. Помимо ремонта столовой, капитальный ремонт, кстати, был сделан, но в дальнейшем тоже поэтапно идет работа по обустройству садика. Конечно, тут необходимы колоссальные вложения, чтобы привести его в должное состояние, но тем не менее большой объем работы проводится. Периодически проводятся ремонтные работы. Вот сейчас абсолютно недавно был проведен капитальный ремонт электрощитовой, была полностью заменена электропроводка. В течение нескольких лет было приобретено около 100 комплектов новых кроватей со всем необходимым оборудованием, то есть матрасы, одеяла, подушки. Для игровых комнат, для детских помещений были приобретены и ковры, и столы, и стульчики детские, и разнообразный инвентарь для работы с детьми. Гулрыбский район – один из живописных и преуспевающих районов Абхазии, в котором 9 сел и 1 поселок. За последние годы здесь сделано немало, чтобы решить самые острые вопросы и повысить уровень качества жизни. И что немаловажно, и жители, и руководство района принимают в этом активное участие. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
В Абхазии вновь актуализировался вопрос заболеваемости домашних животных бешенством. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Галском районе. Здесь за 1 июнь месяц от укуса собак и кошек в больницу попали 36 человек, один из которых скончался. В связи со вспышкой бешенства во всех районах республики проводится вакцинация. Государственной ветеринарной службой Абхазии с начала 2019 года было привито более 5000 животных. Начиная с 1 января текущего года провакцинировано более 5000 голов, все вместе взятые. Ну, основная масса, конечно же, там кошки и собаки. У нас тяжелая ситуация с этим заболеванием, потому что у нас очень много диких плотоядных животных. Это в первую очередь идет отстрел диких хищников, да, шакалов, волков. Требование однократная вакцинация в год. Сохраняется ежегодная вакцинация. Государство обеспечивает вакциной. Значит, у нас сейчас есть 2 вида вакцины. Это российская вакцина и есть импортная. Нам было недостаточно собственными силами то, что приобретено в Российской Федерации. Она довольно дорогая вакцина, несмотря на то, что схема применения довольно сложная. Вакцина импортная. Она довольно удобна в применении и довольно качественная. Она признана во всей Европе, применяется чешская вакцина Биокан. Любой гражданин, владелец собаки, будь кошки, значит, может обратиться в ветеринарную службу и будет оказана помощь в виде вакцинации, бесплатной вакцинации против бешенства. Министерство образования и науки совместно с Фондом соцстрахования и охраны труда Абхазии в горном селе Ауатхар организует летний детский оздоровительный лагерь Аджвейпща. В этом году в Ауатхаре смогут отдохнуть более 250 школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Каждый поток, а это 40-50 человек, будет находиться в горах 7 дней. Первый поток отправится в Ауатхар уже в понедельник, 22 июля. Лагерь состоит из 4 потоков по 50 человек. В каждом потоке будут дети, отличники учебы, активисты, победители разных спортивных состязаний и спартакиад. Детям будут предложены разные туристические маршруты. Будут также впервые в лагере читаться лекции, семинары педагогами Абхазского государственного университета совместно с учителями школ. Это по истории Абхазии, по этнографии, а также по традиционным культурным играм Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачность с ночи и до второй половины дня, временами дождь, местами дождь с грозой. Температура воздуха ночью 18-23, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.